если внимательно присмотреться к фотографии, то можно увидеть здание с арочными окнами. Судя по всему, это дом-музей, нынешний дом-музей Коцюбинского. Слева от него расположен большой трехэтажный, судя по фотографии, дом с деревянными балконами. Смотрим, что находится слева от нас по этой улице. Трехэтажный дом, деревянные балконы. Первый балкон, он выступает вперед, и он не остеклененный, в принципе, как и на фотографии. Если спускаться вниз по улице по фотографии, мы увидим два дома двухэтажных. У одного из них крыша имеет треугольную форму впереди. Собственно, вот этот дом, ну, я так предполагаю. И дальше идет дом с прямоугольной крышей. Собственно, вот он. Эти же два дома с другого ракурса. Так, у правого дома уже ракушка современная. Слева дом, судя по всему, еще старой кладки. Не знаю, видно или нет. Насколько хорошо видно. Ну и если попытаться восстановить фотографию, судя по всему, она была сделана с этого ракурса, но из-за плотной застройки уже ничего не видно. Unutmazsan güzelimi sen, hiç unutmam ben seni. Unutmazsan güzelimi sen, hiç unutmam ben seni. Aramızda derya geçse, eşitirim sesini. Aramızdan derya geçse, eşitirim sesini. Bahar gelse açsa güller, kırmızısını koklarım. Bahar gelse açsa güller, kırmızısını koklarım. Esen coşkun serin geller, sana selam yollarım. Esen coşkun serin geller, sana selam yollarım. Вот дом музей Коцюбинского. Это тот дом, который расположен на фотографии по центру. Еще один старый дом, сохранившийся. Какая? Страшно. Еще одно старое здание, судя по всему, заброшенное. Какой красивый ракурс.
Мы на улице Звездной. Это та улица, на которой более или менее сохранились старые крымско-татарские дома. Так, здесь видно, какие были красивые дома раньше. Это что-то уже модернизированное, но тоже очень необычно выглядит, симпатично, на мой взгляд. Вот дома из старой кладки. Так, нам нужно сюда. Мы подошли к дому Зульмар Апа Топчук. Здесь проживала семья Исмайловых до 1944 года. Сохранили старые фотографии. Их я тоже привожу. Зульмар Апа Топчук, она потомок этой семьи. Ее мама Эфтаде родилась здесь, в Семиизе, в 20-е годы. У нее было несколько сестер. Софие, Шефие и вот Эфтаде. И был брат Бекир. Где-то в этой стороне была кухня. Но сложно рассмотреть уже. Здравствуйте. Вот этот беленький и вот та часть, которая вот голубая, не покрашена. Угу. Здесь живет внучка Таисии Семеновны, а мама и с мужем, и еще с двумя мальчиками живет в пятиэтажке там в квартире. Ага, поняла. А здесь живет уже правнучка Таисии Семеновны. Угу. Правнучка. Все понятно. Аленка. Не запутывай. Да. А на нижнем этаже здесь живет Гутарова Таня, но это племянница Таисии Семеновны, со своими детками. Дочка с мужем и ребенком, Аленкой, дочкой, и сын. Это Звездная 15. Почему-то не могу найти номер 16. И местные жители тоже не знают, где 16-й дом. Ехала сюда именно для того, чтобы сфотографировать Звездную 16, потому что там проживал когда-то Абибула Каври вместе со своими братьями. Но надеюсь, что мне повезет, и я все-таки его найду сегодня. Это Звездная 14. Когда мы подходили к Звездной 19, к дому Зульмар Апа, справа, ну точнее напротив этого дома, была каменная стена. Вот это противоположная, другая сторона этого дома. Вид спереди. Очень даже неплохо. Зульмар Апа говорила, что семья Каври жила недалеко от них, прям очень рядом. Вот еще один какой-то старый дом. Это, конечно, все предположение очень сомнительного характера. Это уже улица Ганского, 43.
А по идее его дом находился на Звездной 16, но Звездную 16 до сих пор я не нашла. Это еще одно классное место. Вот старый дом. Естественно, его уже немного изменили. Но тем не менее, здесь есть одна вещь, которую я люблю во всех домах. Вот я уже заметила, что это не первый раз встречается. Во дворе стоит зеркало, либо вообще вне двора, по дороге. Очень люблю такие вещи. Такой дворик. Летом будет виноград. Или не виноград. Я в этом не особо сильна. Что-то непонятно, что это такое. Вроде виноград. Ку-ку. Ой, мама. Было старое джами до 1905 года. Оно было прямоугольным, простым, с минаретом, который в основании был каменным, а сверху был деревянным. Потом в начале 20 века старое здание снесли вместе с минаретом и построили новое. В советское время здание использовалось как склад, как детский сад, отделение милиции и там в других нерелигиозных целях. В 90-е годы мечеть вернули крымским татарам. Само здание, сохранившееся, видно, да, что окна старые замуровали, новые выбили, балкончики пристроили. Вот минарет. Давайте зайдем внутрь. Джума джами. Так, я здесь не одна. Это плохо. Вот такое красивое здание. Я так понимаю, что переднюю часть пристроили. Так, здесь остались башташи. Они в прошлый раз лежали. И сегодня. Вот еще один ракурс. А вот татарский дом вот сохраненный, вот зеленый балкон. Не знаете, кто там жил раньше? Там не знаю. Вот этот первый дом? Да, вот этот. А как звали бабушку? Бабушку звали Радифе. Радифе? Ну как, вернее, она замуж вышла. Ага. Она сама родом из Семииза? У нее все семьи. А фамилия у нее какая была? Аблеизова. Аблеизова. Изова. Ага. Даже еще в советские времена он был купец, и Коцюбинский у него оставался, это был как гостевой дом. Угу. Оставался там. Это дом снизу... прадедушки вашей жены? Да. Угу. А снизу там был... Нет, он даже не прадедушка, он прапрадедушка. Прапрадедушка. Он отец ее бабушки. Угу. Или дед. Такая. Вот в этом, да? Да, у него жена русская была. Его самого депортировали. Угу. А супруга его осталась здесь жить. Ее оставили. Это правая сторона, Угу. татарский поселок. Здесь был дом, он рухнул что-то лет 5 назад. Это тоже нашей бабушки, как бы двоюродной. Моей прабабушки родная сестра. Ага. Вот эта школа, старая татарская школа, ну как, она не то, что она уже строилась при царской власти. Одна половина сначала была, и пристроили потом вторую половину идентичную. Ага. Тоже есть старые фотографии. Вот не находила. Смотрела, не нашла. Только я не знаю, какая старее половинка, это или это. Вот точно, татарская школа старая. А вы, может быть, слышали про женщину Налиман Низитли? Низитли известно, в семейской фамилии очень много. Да? Низитли кто был, да.
Так, Виссарионовск был за Да. мечетью, а второй? Второй сейчас проедем к нему, он на Звездной был. А вот у вас там башташи лежат? Мечети? Да. Это откуда они? Это уже находили их, приносили Во дворах? во дворах, да, кто находил у себя во дворах, кладки находили, ступеньки Угу. из них делали. Ну, ответственные граждане приносили. Вот это вот граница между татарским поселком и Угу. новым семиизом, вот эта вот часть. Угу. Здесь греков немного жило вот на этой улице, в основном греческие эти. А кто-то еще был там? Караимы, крымчаки? Нет, Только не было. греки, крымские татары, да? Никогда здесь не было семьи. Греки, крымские татары, Ага. да. Цыган тоже не было. Вот эти дома уже не татарские. Ага. Вот это граница. Вот этот дом татарский. Вот, то есть бок о бок жили. Вот здесь уже и дворяне, такие, которые дворяне не сильно богатые. Дворцы у них находятся там, а здесь более такие умеренные. А кто, Строили например? дачи. Вот дачи, вот это вот уже современные, Ага. которые строились в 19 веке. Ой, а я здесь в прошлый раз гуляла, вот отсюда спустилась. Там Ага, были какие-то старые дома. Это крымско-татарские? да. Вот это вот граница, эта улица Ага. этот, разделяет татарский поселок и русский поселок. А вот какие-то горы есть, да? Названия знаете? Название так. Атбаш. А показать сможете? Атбаш. Потом Даламия. Даламия. Далами. Далами или Даламия. Атбаш. Вот это, по-моему, Шанхая. Да. Шанхая. Точные границы кладбища не могу показать, но Угу. сейчас покажу приблизительно. Место вот где 100% кладбища. Поселок, то есть вот это вот все Угу. территория кладбища. Ага. Мы на территории кладбища находим. Ну Когда вот, вот здесь мы какие строили, порисы. то здесь могилы были подряд Ага. и направлены по мусульманским обычаям в сторону Кыблы. Вот здесь, когда заливали фундамент в этом доме, тоже находили черепа, останки. А куда их потом дели? Закапывали рядышком, перезакапывали. Угу. Ну, то есть не отдельное место, а вот здесь же, где-то Да, на районе. было, да. А вот здесь, когда копали канализацию, то есть они вот были подряд Ага. были. Я понимаю, что вот весь этот бугор, это было все кладбище. Ну и старые жители тоже говорят, что здесь еще когда они вот попали сюда в 40, вот гаражи нам построили. Еще вот территория была кладбища. Потому что здесь вот уже граница поселка начинается, вот через 100 метров стоят дома. Угу. Здесь был раньше конный двор моего деда. Ага. И так повезло, что мне выделили участок. Ну, не мне, а моей бабушке. Выделили участок на месте ее отца, где был конный двор. Угу. И вот когда мы строили, тоже копали под фундамент. Подков много находили. Вот татарский дом. Это вот именно центр татарского поселка. Ага. С той стороны надо посмотреть фасад, как сохранился, нет. Это все татарские дома. Кстати, черепицы, вот уже в 19 веке здесь не было черепицы. Все дома были жестью покрыты. Это было практичнее? Это вот уже было по современней. Просто сюда это современность за счет того, что здесь жили дворяне, они себе крыли металлом. . 。   . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。. 。. 。. 。. . 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 。. . . . 。. . 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
Вот такой красивый дом. Немного нагло. Ну, что можно поделать с любопытством? Еще одна морда. Скорее всего, здесь жило несколько семей. Эх. Что тут? Кто-то готовился к контрольной. Да. Было бы интересно попасть на чердак. Не осталось ли там чего-то старого? Мукук Усиин. Мукук хозяин этого Усиин. дома. Это из их рода же, да? Да. Угу. То есть, это из нашего рода. Это моей прабабушки родной брат. Родной брат? Да. Ага. Отца звали Мукук Халиль. Ну, жесть. Это вот был Мгм. деревянный, его просто взяли, подреставрировали. Жесть. Угу. Всё своё родное. Многие вот так вот во дворах были вот такие скалы, которые, ну, в те времена тяжело было убирать, люди не убирали. Скалы. Ага, вижу. А инжир же он такой, инжир просто в камень воткнут щель. Угу. Он растет. Вот сам дом каменный. Вот здесь был Балкон. да, вот Карапет. карапет. Вот его зашпаклевали, видно же, Ага. кладка каменная. Вот это карапет на юг, который смотрит. Может, и остался. Нет. Гафурова? Да, только это уже дом его детей. Ага. Его детей. То есть уже прямой бабушки и дедушки моей супруги. Ага. Смотри, вот татарская у меня осталась, вот эта комната. Ага. Она даже не переделывалась. И вот эти две комнаты. Ну, я внутри, естественно, я переделывал. Ну что, заковырил что-то. Да. Сейчас я тебя открою. Ну, там у меня что? Скала татарская. Ага. Вот здесь раньше был сарай. Коров они держали. Это приезжала татарка, рассказывала, когда она девочкой маленькой была. А кто фамилии не знаешь? Нет, они
Симферополя. Ну они это самое. Это вот здесь сарай был раньше? Вот здесь раньше был сарай, корову держали. Ага. Да. Слушай, Пузаны где жили? Я не знаю. Внизу же, не где Ваха сейчас живет. Нет, тут ничего не было, это я пристроил. А, Вот здесь раньше был сарай. Вот здесь Это у тебя скала колоритная, да? да, две вы вот здесь были татарские. Татарка пришла тогда. Ой, айва. Мне папа там или мама рассказывали. Таня ей нарвала, компота дала. Тоже татарский? Вот этот нет, вот татарский инжир, которому больше 70 лет. вот это, да? Черный, да. Ага. Черный инжир. Очень классный, 2 урожая. Мы довольны. Ну, строили, конечно, они это самое. Стены везде метровые, вот здесь, здесь. Задние особенно, да? Да нет, все. Я вот кондиционер вешал, 95 сантиметров сверло. Вот эта дверь татарская, 100%. Ей больше 70 лет, я тебе отвечаю. Вот такие окошки, это все, это, видишь, какой брус был? Это ж крымская сосна. Да, не гниет. Она не гниет. А ручка тоже старая? Нет, ручка нет. Советская. Но дверь, я знаю 100%, мне 60 лет она была. Ну, то есть, Ты помнишь? она- Ты какого года? Я старый, заходи. Вот это Ты ж не в татарская. Крыму родился. Видишь? Я здесь, в этом доме Ты же в родился. Ростове родился. Бабушка. Видишь, какие стены? Да. Вот это все татарское, тут ничего не переделывалось. Знаешь, чем хорошо татары строили? Летом везде жарко, Да. здесь прохладно. Здесь классно. Слушай, Второй этаж у меня на дорогу уходит, да. Ну это он в оригинале или переделанный? Он тоже был татарский, но я переделал немножко, да. А вот это осталось, да? А это все вот это древнее, да. Так что вот так, ребята, что Здорово. вам еще сказать? Айвой нет, я бы угостил айвой. Инжира тоже нет. Вот это старый инжир, Вот это да? старый А инжир. хурмы пилял. у тебя нету, что ли? Нет, хурму я сажал буквально не так давно. А вот это точно древний. Вот эти камни тоже, да, старые? Конечно. И вот эта стенка татарская, вот же она идет. Она на сухую сложенная. Белял, иди на тебя. Вот это все татарская стена, я ничего не делал. Видишь, какая кладка? Ну, это я здесь растворчиком. А вот если с этой стороны посмотреть, видишь? Это 100% Ага. ихняя кладка. Макс, а ты не помнишь, фонтаны где-то были вот такие татарские фонтанчики в семье? Бассейны были. Вот у меня до сих пор бассейн есть. В каждом доме. А еще Раньше были, татарские еще бассейны. фурмы были, печки, которые в них пекли. Ну, С одной стороны, ну, они да. обогревали А, ну Так. не думаю, я думаю, нет. водичку, не водичку. Ты пускаешь, что по людей не понимаю. Вот это 14. Вот татарский дом был 14. А, были. Да, вот этот 10, по-моему, или 12. Там будет дом Зульмарапа сейчас 19, а 16 не Она, знаю. говорит, рядом с ней это было? Да, говорит, на одной улице жили, а в книге находила Звездная 16 адрес. Ага. Вот это дом Зульмарапа. Я вам фотографию сейчас покажу старую. Вот татарский дом. Это Зульмар. А, это тоже дом Гафуровых Да, это уже его детей. детей? Это ж два, я же тут сверху мы их видели. Откуда учительский дом? Один медицинский дом. А, в смысле учительский, медицинский? Ну, когда татар депортировали, мгм. учителя, которые приезжали работать, им давали там комнатки, разделили все и назвали учительский дом. Мгм. А вы не знаете вот Ну, этот? вот фасады потеряны уже, ничего нет. А это этот был каким? Этот был учительский. Учительский. Это был учительским домом. Это было.
Ага. семейство, они называли новый семейств, Мгм. называли этот, где вот эти дворяне в 19 Да, веке да. начали строить свои особняки, гостиницы. Они его называли Новосемейств. А здесь они сокращенно даже Сумис говорили. Они рассказывали, откуда название происходит, что значит? Сумис – душистая вода. Су – вода, миск – арабское слово Ага. души. Ой, какой красивый дом. Ну, он чуть-чуть переделанный фасад, его тоже буквально переделывали. Вот он на нет там в земле. Это татарский домик. Кстати, вот аптека Ага. историческая. Сейчас покажу. Вот аптека историческая. У меня работала бабушка здесь. И у меня сохранилось фото. Ага. А бабушка которая? Моя родная прабабушка. И фасад полностью сохранен, полностью все совпадает. Наверху была аптека на татарском написано. Ага. Аптека и на русском и на татарском. А Ваха где живет? Ваха? Да. Ой, гуляй, О, не убегай. Здравствуйте. Ведете, потом к Вахе отведете. О, это к тебе. Иди. Здравствуйте. На камеру снимать тебя буду. Значит, тогда может быть вот этот. А где у нас еще может быть дом Пузановой? Где менты заняли. А, кстати, вполне Может, там, возможно, да. напротив Камелии. Напротив школы. Может быть, Бузановой. Нет, какой школы? Ну, где менты заняли. Бывшая ментовка? Нет. Где Ленин мозаика есть? Двор вот это, там же ж дом менты заняли. А, Чубак. я понял. Может он? Может быть. Я не знаю. но дом Пузановой. Я просто не знаю, как вот этот дом называется. То Зыковка. Вот здесь вот, кстати, интересное здание. Мода же раньше была. Они строили в мавританском, в татарском стиле, вот с арабской вязью. Вот здесь вот можно пройти открыто. Есть, которые просто застроили, видишь, Угу. Курана аятов, вон далеко. А, да. Есть такие, которые отдали в частные руки, они к ним понастроили всяких сараев, пристроек, кибиток, и архитектура вообще потерялась. А есть вот такие, которые принадлежали санаторию, они более-менее архитектура сохранились. И их вот сейчас группу эту санаторию всю продали. В таком мавританском стиле арки. Вот поднимись вот так вот. Ага.
чтобы привязывать лошадей, да? Ну, даже если б не с ним, мне все равно с ним поздороваться надо. А раз с ним уже я... А? Вот, 16. У меня Не санаторий 16, Красный 16D. Маяковский, Не, корпус? не. А он называется не... Он называется Красный Мак. У него дача Красный Мак Красный, называется. да, так и Красный Мак. Вот она первая, вот она 16, а уже тут дома, которые настроили. Дом Пузанова. Мгм. Ой, как красиво. Правильно поняла Белялака, то этот дом был последним построенным перед депортацией, последним крымско-татарским домом. Да, я, конечно, иногда не смотрю в камеру, из-за этого сильно обрезаю кадр. Ну, что поделать, ой. Этот же дом с другого ракурса. Вот двор. Там, смотри, первый балкон будет, и второй балкон откроешь и выйдешь. Ага. Ура! Вот и ракурс на мечеть. Так, это я сейчас на минарете. Смотрим, восстанавливаем фотографию. Дом купца Гафурова, ныне музей Котлюбинского закрытый. Дальше. Тот трехэтажный дом с балконами. И два дома. Один с треугольной крышей, ну, с таким козырьком. И второй прямоугольный, это тот дом, который принадлежал дедушке Белялака. Сюда его Байкона вышел замуж. Вот. А вот кольцо семейское. Дива Дживанхая. Вот, отличный вид открывается с минарета. Так. Пойдем обратно. Конечно, пространство очень маленькое. Даже мне, ну правда, я в флиске, в карманах которой лежат куча разных вещей, мне неудобно ходить. Не знаю, как люди ходят. Надо очень аккуратно.